Import HTML. И эта функция позволяет импортировать в Google таблицу данные из источника в виде какой-то веб-страницы. Ну, например, давайте вернемся к нашей же странице, к странице нашего курса и посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь есть некоторое количество данных, есть картинки, есть текстовые данные, есть списки. И если покрутим ниже, то увидим, что есть таблицы. Так вот, все эти данные имеют разный вид с точки зрения написания кода этих данных. И когда мы попросим Google таблицу эти данные импортировать, то таблица тоже понимает, что это список, это просто текст, а это таблица. И в зависимости от того, что это, мы можем делать импорт. Ну, давайте смотреть сразу на практике, как это делается. Так, пожалуй, понять проще всего. Для того, чтобы нам написать функцию импорта, мы сделаем это вот в этой ячейке. Структура функции написана вот здесь вот у нас для образца. Функция называется import HTML. У нее нету аналога на русском языке, только вот в таком виде. И мы начинаем ее писать. Равно import. Вот как только мы написали слово импорт, мы видим, что нам сразу 5 разных вариантов разного импорта предлагают, 2 из которых мы сегодня посмотрим, и сейчас нас интересует вот этот вот вариант, импорт HTML. Нам сразу же пишут подсказку о том, что импорт данных из таблицы или списка на веб-странице. Мы с вами только что посмотрели, что разная структура данных может быть. Так вот, импорт HTML будет импортировать таблицы или списки. Первое, что есть, первый аргумент у этой функции, это ссылка на веб-страницу, с которой мы будем вставлять наши данные, причем, обращаю внимание, обязательно окруженная кавычками. Ссылка – это текст, таблицы воспримут ее как обычный текст, а для того, чтобы таблицам сообщить, что мы передаем им данные в виде текста, мы, как всегда, ставим кавычки. Ссылку мы берем от нашего курса «Продвинутый пользователь Google таблиц». Не забываем закрыть кавычку. Наша ссылка закончилась. Далее мы ставим точку с запятой и переходим к следующему аргументу нашей функции. Далее мы должны указать запрос. Вот здесь вот есть подсказка того, каким может быть запрос, и запросов у нас может быть два. Мы можем импортировать таблицы, и мы можем импортировать списки. И для этого мы, соответственно, в запросе укажем table таблица или list список. Ну, давайте начнем с того, что попроще. Попроще это списки. Их там у нас достаточно много. И поэтому мы здесь ставим, опять же, в кавычках, потому что вот это значение, это все равно текст. В кавычках мы пишем list, так как хотим импортировать список. Ставим еще одну точку с запятой. И последний элемент функции – это индекс. Что такое индекс? На нашей странице у нас может быть некоторое количество разных списков, разных таблиц и так далее. Вот давайте еще раз посмотрим, что мы здесь видим. Вот у нас есть один список, вот у нас есть второй список, причем в нем есть еще и подпункты внутри и так далее. Да? То есть списков у нас здесь, ну, как минимум два. Если вот даже мы не будем крутить ниже, уже мы сразу видим два разных списка. Это и есть индекс. То есть номер этого списка по порядку. Но обращаю внимание, что импортироваться будут, точнее сразу Google таблицами будут замечены абсолютно все списки, которые представлены на странице. Это не только вот этот текст, но и также все меню, все боковое меню, все, что находится в футере нашего сайта, абсолютно все. Если это тоже список, то в запросе он тоже будет участвовать. Поэтому очень важно указать номер правильно, в зависимости от того, что мы хотим получить. Ну, давайте, я не знаю, что именно мы хотим получить, просто поставим наугад цифру 2. Второй список из того, что
есть на странице, мы хотим увидеть. Закрываем скобку, мы закончили писать нашу функцию и нажимаем Enter. Происходит загрузка, и вот нам что-то импортировали. Что это такое? Ну, как мы можем понять из визуального отображения того, что у нас сюда попало, это вот меню. Есть ссылка на главную, на блок, на расписание курсов с подпунктами. Это же мы видим и здесь. Главное, блок расписания курсов с подпунктами. Причем подпункты мы, как видим, попали в одну ячейку вместе с самим пунктом. И так далее. Из чего мы можем сделать вывод, что вот эта вот наша двоечка, это второй список, то есть меню, это второй список на странице. Значит, есть еще какой-то первый и так далее. Ну, давайте попробуем поменять, например, на третий. Что нам выведут в этом случае? В этом случае нам выводят наше боковое меню. Вот это меню расписания курсов. Ну и опять же, каждый раздел в своей ячейке отдельно. Ну и еще разочек давайте поменяем тройку на четверку, чтобы окончательно убедиться. Так, ну тут как-то мало данных, давайте попробуем, может быть, пятерку. Тоже не очень обширно. Ну вот нам выводят части, да, из описания, которые являются, ну, как бы подпунктами. Когда мы уже наконец доберемся до списка непосредственно в центральной части таблицы, просто методом перебора. Достаточно просто перебирать цифры для того, чтобы понять, какая таблица нам нужна. Не всегда есть четкая логика в расположении таблиц на странице визуальном, то есть то, как мы это видим, и то, как видится это внутри кода, это две разные вещи. Поэтому иногда вот таким вот образом приходится перебирать для того, чтобы что-то понять. Я хочу, чтобы нам вывели программу нашего курса. Ну, тут Google окончательно призадумался. Ну ладно, не будем тратить время. Мы увидели, что у нас есть достаточно большое количество списков на странице. Все из них можно выводить. И особенность этой функции заключается в том, что когда список мы подгрузили, он у нас на странице отображается, он по-прежнему сохраняет связь с самой страницей, с которой этот список, собственно говоря, был взят. То есть, когда на нашей странице здесь вот что-то обновится, какие-то данные, то и здесь в нашем выведенном в нашу таблицу списке данные тоже обновятся. Поэтому, если на странице происходят какие-то периодические изменения, ну, например, мы подгружаем, скажем, курсы валют, то мы будем получать актуальную информацию. Если же мы не хотим, чтобы наши данные обновлялись, то нам их нужно сначала подгрузить с помощью функции import HTML, как мы это сделали сейчас, а далее эти данные просто скопировать и вставить в другое место уже не как ссылку на сайт, с которым мы что-то вставляем, а как просто данные с помощью специальной вставки. Но это уже вне программы нашего сегодняшнего занятия. Это что касается функции import HTML. Она совсем небольшая, достаточно простая и выполняет одну единственную функцию. Мы же еще не посмотрели, как таблицу импортировать. Давайте поправим наш запрос на таблицу. Ну, поставим здесь что-нибудь тоже из начала. Пусть будет первая таблица. И нам нужно поменять слово лист, которое означает список, на слово table, которое обозначает таблицу. Ну вот, готово, нам подгрузили нашу таблицу. Таблиц у нас здесь поменьше, таблиц у нас всего несколько, нам подгрузили вот это вот, стоимость очных курсов. Название таблицы,
первый столбец и второй столбец. Можем так чуть-чуть расширить, чтобы данные влезли полностью. Ну, работает все абсолютно аналогично, просто мы подгружаем не список, а таблицу. Два варианта – список и таблица. Текстовые данные подгрузить мы никак не можем, к сожалению. Но в любом случае, если мы хотим получать какие-то структурированные данные, опять же, те же курсы валют, то, вероятнее всего, это все-таки будет таблица. Поэтому, скорее всего, для наших задач подойдет и, ну, или один, или второй вариант, или список, или таблица. Окей, двигаемся дальше. Следующая наша... Этот урок – часть большого и более подробного курса. Записаться на курс вы можете на сайте sreda31.ru.